Более 1000 предпринимателей зарегистрировались в новой единой рейтинг-системе «Индекс дела». За первый месяц работы площадки «Индекс дела» присоединились бизнесы из 78 регионов России. Этот инструмент развития бизнеса был запущен в середине ноября Национальным агентством «Мой бизнес. Мои возможности» при поддержке Министерства экономического развития России. Микро, малые и средние предприятия из различных сфер деятельности могут провести самодиагностику своего бизнеса и получить статус лидера в своей области через участие в рейтинге. Организаторы отмечают, что эта единая система оценки МСП предоставляет доступ к глобальной аналитике бизнеса, помогает провести самодиагностику, найти новые точки роста и привлечь новых клиентов. Участие в рейтинге также поможет расширить географию бизнеса, а также получить инструменты для развития и масштабирования. Зарегистрироваться во всероссийском рейтинге малого и среднего бизнеса «Индекс дела» можно по ссылке indexdела.rf. Правительство установило тарифную квоту на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза с 15 февраля по 30 июня 2025 года. Это решение было принято с учетом прогнозного баланса производства и потребления зерновых культур на внутреннем рынке. Согласно установленной квоте, объем экспорта пшеницы и меслина составит 10,6 миллионов тонн, а для ячменя, ржи и кукурузы квота установлена на уровне 0 тонн. Распределение квоты между участниками внешнеторговой деятельности будет осуществлять Министерство сельского хозяйства. Важно отметить, что тарифные квоты не распространяются на вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. За прошлую неделю потребительская инфляция замедлилась до 0,35%. В секторе продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,80%. Динамика цен на плодоовощную продукцию составила 3,40%. В то время как на остальные продукты питания темпы роста цен остались практически на уровне предыдущей недели – 0,56%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,20%. Наблюдается снижение темпов роста цен на легковые автомобили, электро- и бытовые приборы, а также на бензин. В секторе услуг отмечается снижение цен на санаторно-оздоровительные услуги, а также ускоренное снижение цен на услуги гостиниц. Президент России Владимир Путин подписал закон, который делает бессрочной работу механизма зонтичных поручительств и независимых гарантий корпорации МСП для субъектов малого и среднего предпринимательства. Этот документ опубликован на официальном портале правовой информации. Зонтичные поручительства являются востребованным бизнесом-инструментом господдержки, который помогает решать проблему нехватки или отсутствия залога при обращении в банки за финансированием. Этот инструмент способствует снижению ставки кредитования, обеспечивая до 50% от суммы кредита, что особенно важно для предпринимателей в текущих условиях. Согласно сопроводительным материалам, новый закон будет способствовать непрерывному предоставлению гарантийной поддержки субъектам МСП для обеспечения их финансовой устойчивости. Разработка закона была выполнена в соответствии с поручением президента России, а средства на его реализацию предусмотрены в федеральном бюджете. Завершаем выпуск экономических новостей информацией о курсе валют на сегодня.